Если честно, мне всегда приятно приезжать в Бяскёль, потому что атмосфера здесь потрясающая. Люди, которые месяц назад обрели новое жилье, совершенно счастливы тому, как быстро и качественно для них построили новые дома. Большое новоселье отпраздновали 18 октября. Обещание сдать дома до наступления морозов выполнено. Кроме самих зданий, территория села преобразилась полностью. Приведены в порядок кадастровые планы, планировка. Появились новые столбы освещения. Газовые сети заменили на новые. Голубое топливо теперь есть в каждом доме. Новшества на этом не заканчиваются, ведь все блага цивилизации тоже радуют жильцов. Водоснабжение, канализация – все централизовано. В каждый дом провели высокоскоростной интернет. Это еще одно новшество для села Бяскёль. И правда говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. И вот мы сейчас в доме семьи Авакумовых. И уже здесь все обустроено, есть мебель и техника. Каждый ребенок распределен по комнатам. И пока потихоньку семейство обживается. Осталось буквально сделать благоустройство на территории, но это уже будет летом. А пока зимние хлопоты. Но, кстати, дома очень тепло, поэтому морозы наши якутские не страшны. К слову, суровые морозы в горный район пришли на прошлой неделе. Температура опускалась ниже 40 градусов. Но построенные по современным технологиям дома из МХМ-панелей выдержали это испытание. Сомнений было много, но строители потрудились на славу, чтобы обеспечить людей качественным жильем. Вот Юлиана Авакумова вместе с семьей уже месяц как перебралась в новый дом. Сейчас хлопочет по хозяйству. Тепло, очень хорошо, уютно, даже благоустроено есть. Все краны работают, даже вода холодная, горячая. Все было на улице, даже туалет даже. Здесь дети радуются, что мы не выходим на улицу. Здесь очень. Купили мебель, еще если надо купить мебель. Например, автомат, машину и еще для ребенка, девочки. Конечно, счастливы. Сразу кратковременное время сейчас построили такой дом. Мы не ожидали такого сразу в короткий срок построить наш дом. Еще Юлиана с мужем уже планируют построить баню на участке. Все-таки в селе без нее никуда, да и привыкли уже. Кроме дома, у Авакумовых сгорела машина. Средства на нее компенсируют. Сейчас все вместе присматривают новое авто для большой семьи. А этот просторный двухэтажный дом Дмитриевых. Большое здание для большой семьи. У Анны 4 детей. Сама женщина работает в досуговом центре Атамайского наслега. Туда же и водит своих девочек. Любовь к творчеству у всех с самого раннего возраста. Даже во время нашего приезда в доме не стихала музыка. Она успевает и по хозяйству поработать, и для гостей похлопотать. Встретил нас запах свежей выпечки. Уже не осталось воспоминаний о тех страшных днях, когда в одночасье сельчане потеряли кров. Все мысли заняли повседневные заботы. Сделать уроки с детьми, мужа проводить на работу. После того, как наш дом сгорел, не знали, что сделать, да, например, не думали, что построят так быстро дом. И, конечно, были сомнения, что за короткое время построенный дом будет таким теплым, да, уютным. Не знали, конечно, сейчас холода только приближаются, конечно, волнуемся, что дом потерпит, не потерпит. Пол, конечно, теплый, дети босиком ходят. И это, конечно, очень приятно, да, когда дома тепло. Но мы не единственные гости в доме Анны. Навестить новоселов приехал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и глава республики Айсен Николаев. Гости прибыли с подарками для мамы и малышей. Тебя как зовут? Да? Учишься? А где учишься? В школе? В каком классе? Первый? Первый год в этом пошел. Нравится? Не страшно? Не обижаешь, что ли? Здорово. А мы вам подарок привезли немножко. Возьмете? Ладно? Спасибо большое. Что, всем досталось?
Ну и, конечно, без вопроса, как обустроились, если замечания, недочеты, не обошлось. А недоделок-то и нет, рассказывает Анна. В планах только продолжить улучшать свой новый дом. Планируем вот веранду тут построить огромную, чтобы летом вот на улице вот покушать, с детьми посидеть. Вот. И на втором этаже вот хотим вот где-то балкон построить. И вы сами где работаете? Я сама работаю в Тамайском центре досуга. Что там делаете? Аккомпаниатором работаю. Юрий Трутнев осмотрел дом, а хозяйка, как полагается, пригласила к столу. Рассказала, что хотелось бы, чтобы дети занимались творчеством и спортом в современных условиях. Еще в августе Айсен Николаев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства на строительство школы и многофункционального центра в Бяскёле. Предложение глава государства поддержал. Юрий Трутнев, в свою очередь, отметил, объектом в селе быть, и подытожил свой визит. Руководитель республики и его команда справились с задачей и обеспечили всех сельчан жильем. Построено 34 дома. Дома построены в той же площади, в которой они были у людей. И никаких жалоб, никаких замечаний у людей не возникло. Мы можем говорить о том, что поселок восстановлен. Мы должны еще здесь эту работу завершить. Здесь должна быть построена школа, должен быть построен досуговый центр. Мы тоже поторопим наших коллег из федерального правительства, чтобы они эту работу выполнили. Но в целом людям есть где жить к морозу. И когда мы стояли здесь, вы помните, на пепелище, и через 2 месяца уже должны были морозы начаться, то, в общем, эта задача выглядела очень непростой. Сейчас я могу сказать о том, что она решена. А задача действительно оказалась невыполнимой. 2780 квадратных метров жилья возвели менее чем за 2,5 месяца. Кроме того, восстановлен большой животноводческий комплекс. Глава фермерского хозяйства уже строит планы на будущее. Сейчас он сдает 200 тонн молока. В следующем году хочет нарастить объемы и производить до 300 тонн молока, что сполна обеспечит качественной продукцией не только жителей села, но и ближайших муниципалитетов. Нормально построено? Нормально. Тепло, все, газ, есть, Работать все можно? есть. Все работает. Восстановили и частные коровники в 8 подворьях. Живность возместили по головам. Кур, кроликов, крупнорогатый скот. Уничтоженное огнем сено тоже привезли в полном объеме, так что и проблем с кормами у сельчан нет. Передали людям и сельхозтехнику. А еще один предприниматель, благодаря поддержке, смог восстановить свой автосервис. Жизнь в селе продолжается. Мы, конечно же, очень рады, что у жителей есть кров над головой, что в зимний период они все вошли в теплые благоустроенные дома. Мы, конечно, понимаем, видели и слышали про чрезвычайные ситуации во многих регионах страны и отмечает высокие темпы, быстрые темпы восстановления поселка. Напомню, что большой пожар в селе Бяскёль произошел 7 августа. Тогда без крыши над головой остался 191 житель. Уничтожила стихия не только дома, но и живность, дворовые постройки. В кратчайшие сроки, благодаря слаженной работе всех – правительства и страны и республики, волонтеров, крупных компаний, строителей и самих сельчан – удалось восстановить целый микрорайон. Кыскил, что с якутского значит «будущее». Так теперь называется этот район. Бяскёль – пример, как может и должно выглядеть село. Технология строительства домов из быстро возводимых панелей не только практично, но и экологично, а это для сельской местности важно. Люди наотрез отказались от бетонных зданий, а брус еще долгое время пришлось бы утеплять, следить за состоянием. Кроме того, все дома на сваях, что тоже плюс. Впрочем, у всех владельцев есть гарантия 3 года от подрядчиков, и если будут замечания, их тут же устранят. Посдаточный период будет длиться всю зиму, то есть будем смотреть, мониторить, отслеживать. Но в целом все довольны. Дома теплые, дома экологичные, все коммуникации работают хорошо, люди довольны. Но допустить такой трагедии, что произошла в Бяскёль, нельзя. Поэтому к пожароопасному сезону в Якутии начнут готовиться весной. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. Финансирование кратно увеличили при поддержке федерального центра. Якутии нужно быть готовой к не менее жаркому лету. Сегодня у нас кратно выросло финансирование следующего года по как раз лесопожарным мероприятиям.
уверен, что мы сейчас должны провести большую организационную работу. Это и набор дополнительных штатных единиц авиадесантной службы, это и закупка техники, это и правильная подготовка плана тушения пожаров. Ну и самое главное, мы должны провести работу по профилактике лесных пожаров по весне, чтобы людской фактор минимизировать. Ну а летом, когда придет сезон уже сухих гроз, мы должны быть максимально готовы для того, чтобы оперативно всем работать по тушению пожара. Мы, конечно, понимаем, что сухая, жаркая погода, она наверняка и будет и в следующем году, и мы должны быть максимально к этому готовы. Битва за Бяскёль стала переломной в борьбе с лесными пожарами, поэтому изменены подходы к защите лесов в условиях перемены климата. По поручению главы государства в Якутию передали большой корпус тяжелой спецтехники. Сейчас на федеральном уровне решают вопрос о создании регионального лесопожарного центра. Кратно увеличили финансирование системы лесохраны. Планируют создать летную эскадрилью для пожаротушения из 10 самолетов Б-200 и 12 вертолетов разных линеек. Но и на муниципальном уровне должны усилить локальную систему противопожарной безопасности, особенно тех населенных пунктов, что расположены вблизи лесополосы. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Бяскёль, Горный район.